Все-таки вы немножечко высокомерны. Значит, есть такой изъян у меня. Куда делась храбрая Ольга? В какой-то мере опустились руки. Президент читал? Нет? Нет, пока нет. Памятник трудовому мигранту прямо в центре Душанбе. Да, они герои нашего времени. Как вы думаете, почему мы именно вас пригласили? Журналисты, к ком я все еще себя причисляю, это все-таки какое-то зеркало общества. И вполне вероятно, что все еще кому-то интересно узнать, о чем думают эти люди, чем они живут, о чем они пишут. На самом деле все намного проще. Мы пригласили вас, потому что мы считаем, что вы неоднозначная личность. Одни вас знают как храброго журналиста, другие, извините за это слово, но как высокомерную хамку. Ко мне подходили люди, знакомые, не совсем незнакомые люди, и спрашивали: вот вы знаете Ольгу, как она вот себя ведет в редакции, как она вот ведет себя в обычной жизни, потому что есть такое впечатление у них, что все-таки вы немножечко высокомерны. Как вы думаете, когда именно у вас вот этот образ появился? Высокомерной хамки? Ну, на самом деле, конечно, я знаю о том, что есть такое отношение ко мне, как к высокомерному человеку, но я не считаю себя таковой. Возможно, я чуть более сдержана, чем многие. Возможно, я более, скажем так, немногословна. Может быть, проявляю, или точнее не проявляю эмоции, где их ждут от меня. Тем не менее, я стараюсь с этим бороться. Все равно знаю, что вот такое отношение ко мне есть. Я стараюсь где-то быть гибче, где-то быть мягче. Но вот, значит, есть такой изъян у меня. Я думаю, у многих есть изъяны. И как-то нужно с этим бороться, чтобы чаще улыбаться, наверное, я не знаю. Ольга Тутубалина – журналист с 20-летним опытом работы. В 2011 году была признана самой смелой личностью года по версии газеты «Милад». Позже получила орден за отвагу Санкт-Петербургского фонда «Честь и мужество». Готовясь к этому интервью, я прочитала несколько десятков ваших материалов, и я, честно говоря, впечатлена вот именно вашим бесстрашием, тем, как вы можете открыто говорить о том, о чем другие предпочитают молчать. Ну, даже вот взять ваши колонки, да, которые были, или ваше интервью с бывшим полевым командиром Мирзохуджаевой Ахмадовой. Как я знаю, во время этого интервью была угроза того, что вы могли погибнуть. Я пришла к тому, что вы были все-таки такой храброй до 2013 года. В связи с этим вопрос: куда делась храбрая Ольга? Вы ведь сейчас даже колонки не ведете. Я не назову это храбростью, потому что, как бы это так тривиально не звучало, храбрость не в том, чтобы взять и написать колонку. Просто было желание, главное была возможность. И эта возможность была у всех журналистов, не у меня лично, Ольги Тутубалиной. Другой момент, что постепенно круг свободы, так скажем, сокращался. И был личностный мой рубеж, когда у меня был суд, я думаю, вы знаете об этом, как раз-таки из-за одной реплики. Он закончился не в мою пользу, не в пользу редакции «Азия Плюс», потому что она тоже была ответчиком. Наверное, немножко я тогда поняла, что, как это объяснить, что это может быть не очень нужно. Может быть, не очень нужно сейчас ни мне и никому, может быть. Наверное, в какой-то мере опустились руки. Я не стесняюсь в этом признаться. Это абсолютно нормально, когда ты испытываешь какое-то давление. Ну вот для тех, кто, может, не знает или не помнит, это было как раз-таки судебное разбирательство с представителями интеллигенции. Был тоже, да, 2013 год. Они обозлились на то, что вы в своей колонке обозвали представителей интеллигенции говном нации. Вернее, это не ваши слова были, а цитата, да, Ленина. Если бы у вас была возможность вернуться назад, написали бы вы эту колонку немножечко иначе? Может, помягче, может быть, не использовали бы слова Ленина? Я бы ее написала однозначно.
Возможно, я бы поставила вместо полностью слова, может быть, как сейчас делают, многоточие. В этом году, оказывается, из 88 тысяч абитуриентов ровно 8 человек выбрали журналистику в качестве профессии. И вот как вы думаете, с чем это связано? С тем, что журналистика, в принципе, в Таджикистане не нужна, не интересна, не модная? Потому что это малооплачиваемая работа. И где-то, может быть, даже не престижная из-за того, что журналисты в последнее время это люди, на которых оказывается какое-то давление, да. С другой стороны, я знаю, почему те журналисты, которые уже отучились, почему они выходят недожурналистами. Потому что я сама училась в вузе в нашем таджикском. Вот здесь проблема достаточно серьезная. То есть даже то небольшое количество людей, которые еще с горящими глазами, да, я хочу быть журналистом, приходят в этот вуз, то там за 5 лет это желание, оно просто искореняется, вот просто-напросто. У вас вот есть дочь, она уже определилась, кем хочет стать? Сегодня она хочет быть психологом, хотя она в 9 классе учится, но у нее пока еще вот четкого понимания, я думаю, нет. Но учиться она будет, наверное, не здесь, да, уже? Я хотела бы, да, чтобы не здесь, потому что, потому что никто бы не хотел, чтобы здесь учился его ребенок, наверное. И еще один вопрос личного характера. Я не знаю, вот вы обратили внимание или нет, но зачастую бывает так, что женщины-журналисты, они одиноки. Вот даже взять нашу редакцию. Поголовно почти что одиночки. Даже я вот пришла в журналистику, в нашу редакцию замужней, и закончилась... Да, и закончилась не тем. Как вы думаете, что это? Да, какая-то катастрофа. На самом деле мы много раз про это говорили в редакции, смеялись. Действительно, у нас женщин, там, я не знаю, кто замужняя, даже сейчас не вспомню. Но за все время действительно прям, я не знаю в других редакциях как, честно говоря, но может быть это вот какая-то особенность Азии плюс, да. Один момент вот сейчас вспомнила. Наша сотрудница, не буду называть ее имя, вдруг ей это не понравится, она тоже задерживалась, как многие из наших журналистов. И в какой-то момент ее муж, он от этого устал, и он потребовал, чтобы я писала ему записки. Да, и я пару раз писала записку, что я, Ольга Тутубальна, редактор «Азии плюс», действительно задерживаю его супругу, имя, фамилия, отчество, такого-то числа, до такого-то времени, и я объясняла, почему и с чем это связано. Вот такой момент был. Так что да, действительно нужно задуматься. Девочки, не приходите в Азию плюс, приходите, мальчики. У вас была колонка «Личное мнение», которая была посвящена трудовым мигрантам. Называлась «Герои не те». И вы там предлагали поставить памятник трудовому мигранту прямо в центре Душанбе. Вопрос, почему именно с этой точки зрения вы посмотрели на вопрос трудовых мигрантов и почему герои не те? Да, на тот момент я полагала, и в принципе сейчас так считаю, что сегодняшние герои Таджикистана – это мигранты. Почему нет? Последние цифры по денежным переводам, это 2,4 миллиарда за последний год перевели таджикские мигранты трудовые. Денежные переводы, которые сюда поступают от наших мигрантов, составляют на сегодняшний день 35% от ВВП. Это огромная просто сумма. И как-то надо уважать этих мигрантов. Пока, к сожалению, до сих пор я не вижу, чтобы что-то внутри государства делалось для семей этих людей, для, собственно, этих людей, чтобы как-то упрощалась их жизнь. Вот буквально на днях опять говорили о соглашении с Россией, которое уже, не знаю, сколько не могут подписать. Почему? Наши непрофессионалы не могут договориться, оттуда не хотят. Если дело в том, что там не хотят договариваться, значит, научитесь договариваться с другими странами. И вот еще одна колонка у вас была, которая тоже меня впечатлила, кстати. Вы тогда писали
так скажем, новогоднее обращение к президенту республики Эмомали Рахмону. Вы его поздравили с наступающим Новым годом и наряду с этим попросили сделать подарок и снять с должности нескольких чиновников. Там в числе этих упомянутых вами людьми был также и бывший министр образования Абджабур Рахмонов, который, я не знаю, с вашей подачи, не с вашей подачи, прям сразу после вашей публикации, примерно через месяц его сняли. Тут вопрос, как вы думаете, ваши колонки вообще президент читал, нет? Не думаю, честно говоря, потому что все мы должны прекрасно понимать, что президент есть президент, и мало какой глава государства действительно читает, я имею в виду массово. А что касается той реплики, то я думаю, что, конечно, это было совпадение, тем более учитывая, что после этого бывший министр образования пошел на повышение, то есть это не было увольнение. Ну вот тогда вы его предложили, потому что он не справляется, а нынешний справляется? Здесь вопрос-то не в личностях, наверное, отдельных. Министр этот хороший или плохой, конечно, естественно, бывает настолько плохой министр, что он просто может прийти и ведомство какое-то загубить на корню. Такое тоже есть у нас. Но здесь очень такие сложные ведь сферы образования, здравоохранения. Здесь вот так одним человеком вопрос не решить. Должны проходить большие реформы, и это вот с маленького самого чиновника, я не знаю, главы района какого-нибудь, и заканчивая главой государства, здесь все должны прилагать усилия и должны проводиться масштабные реформы. Вот до Нового года тоже осталось всего ничего, и давайте представим, что вы планируете написать очередное такое, так скажем, открытое письмо, обращение к президенту. О чем бы вы на этот раз попросили? О чем бы я попросила? Наверное, больше прислушиваться к журналистам, больше слушать. Мы все-таки стараемся со своей стороны. Нас немного осталось, скажем так, но мы стараемся со своей стороны как-то доносить какую-то правду, полуправду. Я не знаю, как это получается у нас. Иногда не очень хорошо получается, но мы стараемся, чтобы журналистика, она стала четвертой властью, когда-то она была, чтобы это вернулось, наверное. Традиционный, наверное, у нас вопрос будет в интервью каждом. В чем сила все-таки, по-вашему? Моя сила во мне, в моей семье, в моих друзьях. Вот, собственно, и все.